правительство продолжает свою работу. Сегодня у нас очередная пресс-конференция. На вопросы журналистов ответит Огоев Алан Рузмагович, министр образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. Мы работаем с оглядкой на календарь, а это значит, для начала рассмотрим тему единого госэкзамена. Обязательно поговорим о реализации майских указов, им исполнилось уже 3 года, в том числе там есть указы по детским садам и зарплате учителей. Ну, конечно, будем рассматривать перспективы образования в нашей республике. Но, безусловно, начнем с актуального вопроса для министерства, учителей, выпускников и их родителей. Алан Рузмагович, когда начнется единый госэкзамен, что нас ожидает? Какие есть изменения по сравнению с прошлым годом? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции «Открытое правительство». В первую очередь я хотел бы всех поздравить с Великим Днем Победы в Великой Отечественной войне, 70-летием, пожелать всем мира, добра и благополучия. Конечно же, на самом деле мы с вами собираемся в преддверии единого государственного экзамена 2015 года. Уже вот-вот 23 мая у нас прозвучит последний звонок в наших школах. И фактически стартует кампания, основной период единого государственного экзамена в нашей республике. Я бы хотел отметить, что непосредственно уже проведена досрочный этап единого государственного экзамена, в котором приняло 128 человек. При этом, перед тем, как начать досрочную волну, в рамках плана мероприятий в республике было проведено тренировочное тестирование для всех 11-классников по 5 предметам, в котором приняли самое массовое, это по русскому языку, около 5000 учеников. В целом мы констатируем, что мы подготовились и подошли более ответственно в этом году, нежели в прошлом, и надеемся, что результаты у нас будут соответствующие. Хотел напомнить, что с непосредственно 5 мая начнется у нас первые экзамены, и закончатся они 26 июня. Прошу на это обратить внимание, потому что раньше у нас основная волна заканчивалась в июле месяце в конце. Сейчас фактически все дети, которые пройдут непосредственно единый госэкзамен, смогут нормально готовиться к поступлению в высшие учебные заведения. В целом, для проведения единого госэкзамена у нас определено в этом году 35 пунктов проведения экзамена. Привлечено порядка 3000 организаторов для проведения данной кампании. И, в принципе, все мероприятия, все нюансы, которые необходимо были проработать для проведения, были отработаны на рабочей группе, которую возглавляет заместитель председателя правительства Республики Рустем Казбекович Келихсаев. Все заинтересованные ведомства и структуры, которые входят в эту рабочую группу, дали положительную оценку подготовки к этому периоду. Для нас очень важно, чтобы кампания прошла так же, как и в прошлом году, объективно, честно, без срывов и сбоев, и чтобы все наши выпускники успешно преодолели те минимальные пороги, которые установлены для того, чтобы претендовать на поступление в высшие учебные заведения и учебные заведения среднего профессионального образования. В целом хотел бы отметить, что также будут 100% оснащены онлайн наблюдением все аудитории. Привлечены управление спецсвязи для доставки контрольных измерительных материалов, то есть все процедуры, касающиеся информационной безопасности, так же, как и в прошлом году, в республике на 100% выполняются. Также будут привлечены к процессе федеральные общественные наблюдатели, также будут участвовать общественные наблюдатели, которые будут аккредитованы в рамках подачи заявления из республики. И в целом мы говорим о том, что примут участие в этом году 6341 ребенок, который зарегистрировался на сегодняшний день в базе единого государственного экзамена. Также хотел отметить, что, как и в прошлом году, сохраняется тенденция выбора гуманитарного блока. Это после обязательных предметов русского языка и математики. Больше всего выбрало у нас предмет обществознания. Это порядка 72%.
Порядка 53% выбрали историю, затем биологию. То есть мы говорим о том, что сохраняется направленность на гуманитарный блок. При этом мы отдельно поговорим в конце, я думаю, что и по высшему профессиональному образованию. Но в целом у нас ситуация такая. Я с удовольствием готов ответить на все интересующие вопросы для того, чтобы не занимать больше времени. Так, пожалуйста, Спасибо. коллеги, кто готов? Пожалуйста, Люда. Людмила Чекаева, газета «Фидео» пригородного района. Могли бы вы сказать, ссылаясь на опыт прошлого года, насколько обоснованы были видеометки о нарушениях, которые поставили федеральные наблюдатели, да, общественные наблюдатели? Там есть какие-то ограничения или как? Спасибо. На самом деле большинство меток, которые были поставлены, они были обоснованы. В рамках по каждой абсолютно метке проводилось специальное расследование с участием профессиональных экспертов и родителей самого ученика. Но я могу сказать, что также было достаточно большое количество меток, которые не подтвердились. То есть любое решение, которое принималось Государственной экзаменационной комиссией, было в интересах ребенка, учащегося. То есть если не было явно видно, значит, нарушения в период сдачи экзамена, то никаких мер и санкций к ученику не применялось. Так, пожалуйста. Северная Осетия. Сейчас минуту. Нателла Кокаева, Северная Осетия. Вот на основании анализа проведенных досрочных и тренировочных ЕГЭ можно сделать вывод, что мы готовы к основной волне, потому что ходили слухи, что математику мы провалили. Спасибо за вопрос. На самом деле я хотел сделать акцент, что в текущем году введены ряд изменений. Об этом было известно еще год назад, в начале учебного года, когда мы объявили о том, что математика в этом году впервые будет сдаваться на двух уровнях. Это профильный и базовый. Базовый уровень наши выпускники выбрали те, которые не связывают свою дальнейшую учебную деятельность с математикой, где им не потребуется математика как вступительный профильный экзамен. Вот, и она оценивается по другой шкале, и уровень заданий там, соответственно, гораздо легче. Что касается профильного уровня, то это, конечно же, именно те студенты, выпускники выбирают, которые понадобятся для поступления в высшее учебное заведение. В среднем мы говорим о том, что на досрочном и тренировочном тестировании преодолели данный порог более 10%. Поэтому сегодня мы говорим о том, что в принципе выпускники знакомы с заданиями и особых проблем у нас не ожидается. Так, пожалуйста. Газета «Слово» просила, да? Фатима Кличева, газета «Слово». Вот в последнее время ужесточаются порядки сдачи ЕГЭ, мы наблюдаем реальный срез знаний учащихся, но какими путями это достигается? По нашим оценкам, большинство учащихся обращаются именно к репетиторству. Алан Рузмалгович, вы бы не хотели провести свой анализ, сколько реально учащихся обращаются к репетиторству и что на сегодняшний день происходит с этим в школах? Спасибо. Спасибо. Я бы не сказал, что ужесточаются правила, да, то есть правила уже приняты в рамках порядка проведения, и эти правила соблюдаются, и они фактически начали соблюдаться более прозрачно с прошлого года. По сравнению с прошлым годом абсолютно у нас требования не изменились, все происходит стандартно. Что касается подготовки, то на самом деле это право каждого выпускника, право родителей прибегать к дополнительной помощи. Это достаточно сложный процесс, потому что, как правило, репетиторство носит частный характер. Он не является официальным, он не декларируется. Вот. Ну, я думаю, что это интересная статистика, и мы попробуем ее провести в следующем году. Спасибо. Фатима, у вас есть идея, как провести это? Ну, предложите тогда. Спасибо. Ну хорошо, то есть есть о чем говорить. Пожалуйста. Можно уточнение? Вас не беспокоит то, что вал на самом деле, ну все мы знаем об этом, идет обращение к репетиторству, а в преддверии ЕГЭ, то есть речь идет о том, что дети не получают достаточный объем знаний в школе, вот о чем мы сегодня говорим. Спасибо за вопрос, я с вами не соглашусь. Это репетиторство было всегда, дети всегда готовились особенно активно в период поступления в высшее учебное заведение, те, кому это нужно. Что касается непосредственно
плохих знаний в школе, достаточных либо недостаточных, это определяется, опять-таки, уровнем выбора профессии, по какому направлению. Мы говорим о том, что, в принципе, есть высокобальники, это одаренные дети, это дети, которые занимаются и готовятся, и принимают участие в олимпиадах различного уровня, это от 80 до 100 баллов, да, это на самом деле является исключением. Средняя норма хорошей успеваемости, отличной успеваемости, это в пределах от, соответственно, 60 до 80-85 баллов. Поэтому элемент получения связывая репетиторство, подготовку, более глубокую подготовку к единому госэкзамену, она связана в первую очередь мотивацией выпускников, которые планируют поступать, наверное, в лучшие вузы для, соответственно, там, дальнейшей своей карьеры. Поэтому вот, я думаю, что мой ответ, что это не связано. Спасибо. Так, пожалуйста, радио. Зарина Черчесова, радио Алания. Вопрос у меня другой, но хотелось бы поддержать коллег с газеты «Слово». Мне кажется, это один из самых сегодня главных вопросов репетиторства, потому что дети оказываются в очень неравных условиях. Не все могут позволить себе репетиторство. Однозначные выводы, однозначное мнение и преподавателей, и родителей, и самих выпускников, что без репетиторства нужные баллы в вуз набрать невозможно, поэтому пожелание все-таки как-то этот вопрос изучить и больше обратить внимание. Вопрос у меня другой. Влияют ли результаты ЕГЭ на заработную плату учителей? Потому что иногда такая информация тоже поступает, и в частности на стимулирующие, которые и так вот не очень большая сумма этих стимулирующих. И еще вот есть такое мнение, что стимулирующие не во всех районах дают. Тоже хотелось бы обратить ваше внимание на это. И можно ли вообще изменить систему оплаты труда, упростив ее? Вот я буквально перед пресс-конференцией разговаривала с преподавателем, который уехал отсюда, работает в Москве, и в государственной школе почасовая оплата. То есть вот 1 час стоит столько-то, 500 рублей, по-моему, я сейчас не могу вспомнить. И она более проста и более вменяема. Можно ли сделать у нас таким образом, изменив систему оплаты труда? Спасибо. Спасибо большое. Вопрос, еще раз возвращаясь к репетиторству, мы говорим о более глубокой подготовке выпускника к экзамену. Как это будет осуществляться с помощью репетитора, либо самостоятельно, либо с помощью родителей, это, опять-таки, мы говорим право самих учеников и самих родителей. Как правило, мы говорим о том, что для нас очень важно, чтобы выпускники, которые ориентированы на поступление в вузы, сдавали в среднем выше 60 баллов. Да? Соответственно, мы говорим о конкуренции, которая есть сегодня в этих учебных заведениях при приемной кампании. Что касается заработной платы, то на самом деле фонд стимулирования в рамках этой системы, он определен абсолютно для всех. И каждая образовательная организация получает его в виде субвенции из республиканского бюджета, доля которой составляет до 30%. Вопрос распределения стимулирующий, он относится к компетенции администрации школы в рамках достижений учителя. На сегодняшний день результаты ЕГЭ никак не влияют на фонд стимулирования. Результаты успеваемости и успехов учителя, успеваемости его учеников, достижения его учеников абсолютно разнообразны. Да? То есть это может быть и в системе доп. Образования, его активности, успеваемости текущей, принятия в Олимпиаде. Эти показатели, они влияют как раз-таки на стимулирование учителя. Вот, поэтому вопрос, что абсолютно во всех районах республики, во всех школах фонд стимулирования есть.
Это факт, абсолютно во всех. Другой вопрос, как он распределяется и, значит, кто получает стимулирующий, а кто не получает, это вопрос уже внутреннего регулирования, и органы управления образованием районов непосредственно компетентны контролировать этот процесс. Соответственно, при получении сигналов о неправомерности данного нарушения отдел надзора и контроля Министерства образования выходит с проверкой и уже устраняют те нарушения, которые выявляются в ходе данных мероприятий. Спасибо. Так еще там Зарина, уточнение в отношении зарплаты, да, так, упрощенный, еще раз. Вопрос, можно по-другому эту зарплату считать так, как, скажем, это вот в той же московской школе, и, наверное, это не единственное. Один час должен стоить определенное количество, да? На самом деле, что касается, мы можем уже в принципе переходить потихонечку на майские указы. Если мы готовы в принципе обсуждать эту тему. На сегодняшний день новая система оплаты труда, которая функционирует на территории республики, она функционирует на территории большинства субъектов Российской Федерации, есть в том числе в городе Москва. Однако мы говорим, что существует еще и нормативно-подушевое финансирование, ученика час, в расчете которого лежит, и также реализуется система оплаты труда, которая основана на квалификации учителей. Она более простая в понимании, и в принципе мы уже на сегодняшний день ее рассматриваем, то есть мы внесли в правительство на рассмотрение данную систему оплаты труда, идут переговоры с Министерством финансов и, соответственно, с профильными комитетами, которые будут, я думаю, что уже в ближайшее время принимать решение о том, переходить нам на эту систему оплаты труда или нет. Просто это повлечет за собой определенное увеличение фонда оплаты труда. С этим связана небольшая задержка. Спасибо. Коллеги, вы заметили, все-таки перекликаются вопросы ЕГЭ, заработной платы. Давайте еще так. Вот Алан Урузмагович назвал цифру 6341 выпускник, за ними стоят учителя, родители. Давайте, кто еще готов по этой теме? Потому что у нас еще майские указы впереди. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Газета «Владикавказ». Я, честно говоря, тоже готовила вопросы именно по репетиторству, потому что услышала от своего сына, девятиклассника, что в 10-11 классе без репетиторства вообще невозможно. И это уже воспринимается как данность. Это, конечно, ставит детей абсолютно в неравные условия. Кто-то может платить, а кто-то не может. То есть это то же самое неравноправие, только теперь уже в какой-то другой форме. В принципе, от чего мы хотели уйти с помощью ЕГЭ. Раз уже все это спросили, я хочу, чтобы вы сказали по 9 классу, какие там будут, экзамены проводиться. И что меня удивило в связи с девятиклассником сыном, что мне сказали, что практически треть класса уходит в профессиональные технические училища, в колледжи, то есть чего раньше не было. Да? И вот как у нас обстоят дела сейчас в среднем профтехобразовании. Раз люди уходят, значит, есть какая-то перспектива. Спасибо. Спасибо большое. Я не буду уже, да? Давайте, раз мы уже заходим по разные темы, давайте уже все в блоком рассматривать. Что касается государственной итоговой аттестации в 9 классах, то в этом году мы проводим ее уже в штатном режиме по таким же требованиям, как и единый государственный экзамен. То есть у нас будет видеонаблюдение. У нас дается в этом году 2 обязательных предмета, это русский язык и математика, результаты которого позволяют определить профильность у выпускников и перейти, соответственно, в 10 класс. Мы говорим о том, что 10 и 11 класс, программа, соответственно, образовательная, она уже усложняется, да? Выпускники, соответственно, 11 классов уже по итогам итоговой аттестации могут претендовать в высшие учебные заведения. Абсолютно правильно вы заметили, что динамика и тенденция к вниманию и выбору среднего профессионального образования, начиная уже с 9, 10 и 11 класса, эта тенденция усиливается. Мы это ощущаем при приеме в данное образовательное учреждение. Сегодня контрольные цифры приема в СПО составляют порядка 3200 мест, тогда как уже
это было порядка 2500, да, то есть мы увеличиваем контрольные цифры приема, конкуренция доходит до 4 человек на место. Это вызвано не только требованиями со стороны единого государственного экзамена, либо государственной итоговой аттестации, а в первую очередь пониманием и осознанием того, что среднее профессиональное образование дает качественное сегодня образование, проходит на качественном уровне обучения и гарантирует определенное трудоустройство, да, по специальности, и фактически уже человек становится самостоятельным, получает заработную плату и реализуется как профессионал. Я бы хотел на этом более подробно остановиться во время обсуждения среднего профессионального образования. Но возвращаясь к итоговой аттестации, хотел бы еще раз подчеркнуть, что все мероприятия будут проходить в штатном режиме, точно так же, как это происходило в прошлом году, без какого усиления, надзора, контроля. То есть это стандартные правила, которые необходимо выполнять абсолютно всем ученикам, которые будут принимать участие в ЕГЭ 2015 года. Что касается заработной платы, я хотел бы перейти на выполнение майских указов. И здесь касается основная часть, как было уже затронуто, заработной платы, с одной стороны, с другой стороны, это ликвидация очередности в системе дошкольного образования. И я хотел просто констатировать те факты, что по итогам 2014 года средняя заработная плата в системе, средняя заработная плата в экономике республики составила 20 290 рублей. Это по данным Росстата. И, соответственно, мы отталкивались от тех показателей, которые у нас заложены в этих майских указах. Я хотел отметить, что педработники во всех отраслях, во всех уровнях образования, это дошкольное, общее образование, дополнительное, среднепрофессиональное, высшее и научные сотрудники. По всем показателям у нас достигнуты целевые показатели. У педработников системы дошкольного образования заработная плата средняя составила 17 561 рубль. В общем образовании это 18 883 рубля. В доп. Образовании это 16 897 рублей. И у педработников и мастеров среднего профессионального образования 18 098 рублей. Очень важно, что у нас произошел серьезный рост у педработников высшего профессионального образования и научных сотрудников, где составляет, соответственно, 24,5 и 23 975 соответственно. То есть это такие сухие цифры, которые сегодня говорят о том, что средняя динамика, она устойчиво растет в заработной плате. Однако мы отмечаем, что на сегодняшний день у нас не решены вопросы с оплатой труда младшего обслуживающего персонала. То есть она находится на уровне минимального размера оплаты труда, это без малого 6 тысяч рублей. И здесь, конечно же, нам предстоит еще принимать определенные решения для того, чтобы повышать заработную плату. Что касается второго важного поручения – это ликвидация очередности в системе дошкольного образования. Здесь хотел отметить, что у нас произошел рост учреждений. Всего зафиксировано 232 дошкольных образовательных учреждения, из них 14 – это не государственный сектор. Всего детей в нашей республике, и это положительная динамика роста, 69 077 детей, из них в возрасте от 3 до 7 составляет 30, без малого 38 тысяч детей. Очередность, которая составляется и мониторится в рамках электронной системы, составляет 3300 детей, и мы надеемся, что в течение текущего года у нас будет ликвидирована данная очередность. Хотел отметить, что за период с 2011 по 2014 год мы создали дополнительно 9696 мест. В текущем году, как я уже сказал, мы планируем ликвидировать очередность. Уже получена дополнительная информация о поддержке республиканского бюджета со стороны федерального бюджета в размере 139 миллионов. При софинансировании со всех уровней, хочу подчеркнуть, это и муниципального, и республиканского, 58 миллионов рублей. И мы надеемся, что в текущем году в рамках тех поручений, которые нам
дал глава республики Таймураз Замбекович Мамсуров на рабочем совещании в начале марта главам администрации местного самоуправления, Министерства образования, для того, чтобы сделать все необходимые, выполнить все необходимые мероприятия для ликвидации данной очередности и создания дополнительных мест. Очень важно, что основная очередность у нас наблюдается в городе Владикавказ, это порядка 1900 мест. Затем у нас идет это пригородный район, Моздокский район и Правобережный. Это основные очаги. В других районах республики нам удалось уже ликвидировать на сегодняшний день эту очередность, благодаря тем усилиям, о которых я сказал ранее. Спасибо. Если по этим вопросам есть конечно, вопросы, я готов ответить. Заранее. Пожалуйста. Алла Рузмагович, здравствуйте, Айна Гагиева. Я вместе со своей командой хочу пригласить вас и всех собравшихся здесь к нам в частный детский сад. Он называется «Бадолик», мы совсем скоро откроемся. Во время того, как мы его делали, мы столкнулись с такой проблемой, ну, даже не проблемой, игрушки, оборудование, мы искали квалифицированный персонал, которому можно доверить детей. И все это складывается, и поэтому сумма, которую мы будем брать с родителей, она значительно выше, чем в государственных детских садах. Скажите, пожалуйста, будет ли за счет частных детских садов сокращаться очередь, и какие меры господдержки будут оказаны частным детским садам? Потому что вот я не одна, мы общаемся между собой, мы готовы сейчас даже создать ассоциацию, мы хотим сотрудничать с государством. Главное, как вы будете поддерживать вообще ваши отношения к частным садам? Спасибо. Спасибо большое. Мы на протяжении 1,5 лет принимаем как раз усилия для того, чтобы поддержать и развить негосударственный сектор. Это в целом тенденция, которая происходит в Российской Федерации. Министерством образования внесено на рассмотрение правительства предложение о поддержке как раз частных детских садов. Я думаю, что в ближайшее время мы уже определимся по тем суммам, которые мы сможем выделять для этой поддержки. На сегодняшний день уже все дети, которые находятся в частных детских садах, они рассматриваются как получающие услугу дошкольного образования и учитываются, соответственно, в статистике. Что касается поддержки конкретной, то в рамках закона об образовании поддержка может оказываться как на выплату заработной платы воспитателям, так и на приобретение игрушек и, соответственно, книг. Поэтому на сегодняшний день, еще раз повторяюсь, мы расцениваем и проводили ряд семинаров, приезжали сотрудники Академии повышения квалификации специально российской, специально для проведения технаучных семинаров. Проводились мероприятия по обучению, как правильно организовывать это как частный бизнес именно. И мы надеемся, что в ближайшие фактически месяцы количество частных детских садов будет у нас резко увеличиваться. И благодаря той ассоциации, с которой мы тоже уже вели, кстати говоря, переговоры. Так у нас уже есть ассоциация, в принципе. Ассоциация сейчас создается. Вас будете ждать? Конечно, непременно. Спасибо. Да, спасибо. Так, сейчас это. Да, пожалуйста. Детские сады, продолжение. Да. ЕГЭ мы закончили уже, все или... Детские сады. Ну хорошо, давай. Информационное агентство «Интерфакс», Лаура Хадарцева. Хотелось бы уточнить, как-то со стороны государства, непосредственно с Министерства образования, эти детские сады будут контролироваться? Чем они там вообще занимаются? Как они детей воспитывают? Чем кормят и все остальное? Спасибо. Спасибо большое. Вдобавок я хотел бы еще отметить, что средняя оплата, родительская оплата в дошкольных образовательных организациях у нас составляет 990 рублей. Она разнится в зависимости от района и, соответственно, города Владикавказа. Поэтому, соответственно, в частных детских садах она может быть гораздо выше. Что касается контроля и надзора за деятельностью частных детских садов, то он осуществляется в штатном режиме, точно так же, как и за всеми остальными. При оказании поддержки какой-либо со стороны государства частным детским садикам, это обязательное наличие аккредитации и лицензии. То есть при прохождении аккредитации и лицензионного контроля, то есть происходят все мероприятия, о которых вы сказали. Спасибо. Так, пожалуйста. Альбина, да? Сейчас потом. Алла Рузмагович, Альбина Алисаева.
РИА Новости. Вот пара вопросов сразу. Первый в продолжении темы ЕГЭ. Депутаты нашего парламента не поддержали инициативу одного из регионов российских о том, чтобы дети, поступающие в профтехобразование, не сдавали ЕГЭ при последующем поступлении в вузов. Как ваше отношение к этому моменту? Что просто говорю плохо. И, значит, еще такой вопрос. У учащихся начальных классов сегодня не пятидневка, а шестидневка. И дети реально не успевают просто отдохнуть за этот единственный выходной, потому что в субботу они в школе, в воскресенье они делают уроки. И в школу они приходят, в принципе, не отдохнувшими и уставшими. Вот насколько это вообще законно? Не прописано ли это в правилах, что в начальных школах должна быть пятидневка все-таки, а планируете вы как-то эту ситуацию изменять? И если можно, сразу по остинскому языку я бы уже задала вопрос. О преподавании его в школах. У меня ребенок во 2 класс ходит в специализированная английская школа. Вот мы 1 год изучаем английский язык, вот по-английски он уже говорит. По-осетински он вообще никак просто. То есть мы, может речь сегодня вести о методике преподавания языка в школе, как-то национального. Как-то ее менять, мне кажется, надо. Я понимаю, что мы должны дома его прежде всего учить. Это другая как бы сторона вопроса, но если уж мы учим детей в школе, то давайте учить их хорошо. Ну вот остинскому языку вот такой момент. Разноплановые получились вопросы, да, совершенно. Спасибо. Что касается первого вопроса по поступлению детей, я хотел бы сообщить, что в целом в рамках правил приема в высшие учебные заведения выпускники поступают в рамках результатов, полученных по единому государственному экзамену. Выпускники средних профессиональных образовательных организаций могут поступать как по результатам единого госэкзамена, так и по специальным экзаменам, которые проводят самостоятельно вузы для данной категории. То есть для них не обязательно поступление по единому госэкзамену. То есть это очень важный момент для поддержки как раз-таки выпускников, студентов СПО. Что касается третьего вопроса, да, по остинскому языку, то хотел сказать, что за последние 3 года мы констатируем стабильное выполнение программы, которая принята на уровне правительства по развитию остинского языка. Полностью за это время была проделана достаточно большая работа по выпуску учебной литературы. Это новые учебники, которые отвечают всем современным требованиям, которые интересны, увлекательны. Соответственно, и методические пособия для учителей, которые строятся уже на ином уровне. Одновременно хотел сообщить, что, конечно же, у нас сегодня существует определенная нагрузка у детей, это касается начальных классов, среднего звена и старшего звена. Нагрузка я имею в виду в часах. Поэтому пятидневка или шестидневка, она устраивается, конечно же, в соответствии с требованиями СанПин, которые не позволяют превышать учебную нагрузку для детей в зависимости от уровня обучения. Поэтому и освоение остинского языка непосредственно в начальной школе осуществляется не более 3 часов, соответственно, уже на средней ступени не более 5 часов. Из них 3 часа они считаются аудиторными и 2 часа внеаудиторными, которые делаются как внеклассная работа. На сегодняшний день в рамках рабочей группы, которая создана при главе республики, комиссия при Министерстве образования, куда входят наиболее авторитетные эксперты по данному направлению, значит, дают положительные заключения учебной программе, учебному плану по остинскому языку, который реализуется в общеобразовательной системе. Поэтому здесь вопрос на самом деле может быть в том числе и индивидуальной успеваемости, но в целом мы констатируем положительные изменения в данном направлении. То есть, отвечая на второй вопрос, хотел подчеркнуть, что вся нагрузка, которая осуществляется у детей, она согласована с Потребнадзором. Спасибо.
Можно вопрос продолжения вот насчет ЕГЭ и профтехучилищ? А не кажется ли вам, что, может быть, легче некоторым сдавать экзамены после профтехучилища, и поэтому сейчас такой большой процент детей, которые уходят с 9 класса, и потом, соответственно, после училища поступают в высшие учебные заведения? Вот что я хотела спросить. Спасибо. Я тогда, если позволите, более подробно хотел остановиться на как раз этом уровне образования, среднем профессиональном. И здесь очень важный момент. Вообще в профессиональном образовании в республике обучаются и получают образование более 34 тысяч детей от 15 до 30 лет. Это важный очень такой момент. Я имею в виду старшие пределы, это, конечно, больше повышение квалификации, либо переподготовка. Но в целом нам удалось сохранить, несмотря на все кризисные явления, систему профессионального образования. У нас 20 учреждений профобразования и 9 высшего профессионального образования, 5 государственных и 4 негосударственных вуза. Причем основная доля это приходится, конечно же, на вузы, это порядка 24 тысяч человек, и порядка 10 тысяч у нас обучается сейчас в среднем профессиональном образовании. Недавно проведенный полуфинал национального чемпионата по стандартам WorldSkills, свидетелями которыми вы являлись, говорит о том, что качество подготовки выходит на абсолютно иной уровень. Для нас это очень важно с точки зрения профориентации, потому что молодому человеку, который поступил в среднее профессиональное образование, прошел хорошее обучение, уже более качественно готовится и подготавливается к высшему профессиональному образованию, то есть происходит некая преемственность, да, именно профессионального образования от средней ступени к высшей ступени. Это всегда приветствуется, особенно в современных условиях. Отдельно хотел сказать, что по непосредственно чемпионату мы очень остались удовлетворены тем фактом, что более 5000 учеников всех районов и города Владикавказа посетили данное мероприятие и были свидетелями, во-первых, достижений нашего среднего профессионального образования, с другой стороны, они реально могли окунуться в атмосферу этой профессии, каждой профессии, по которым проходили мероприятия. Очень абсолютно, еще раз повторюсь, это важный момент, что конкурс в среднепрофессиональное образовательное учреждение составляет до 4 человек на место. В среднем это 2-3 человека, но по некоторым специальностям, таким как основы жизнедеятельности, связанные с МЧС, до 4. Огромный конкурс у нас проходит в Северокавказский строительный техникум, Северокавказский аграрный колледж города Ардон и Владикавказский колледж электроники и так далее, и так далее. То есть Владикавказский торгово-экономический техникум. То есть абсолютно все направления у нас сегодня востребованы. И самый важный фактор, то, что выпускники, это порядка 90%, в течение 2-3 месяцев получают и трудоустраиваются по своей специальности. Соответственно, мы говорим о преемственности высшего профессионального образования, которое реализует на территории 5 государственных высших учебных заведений. Контрольные цифры приема в этом году составят порядка 3167 мест. Из них по очной форме это 2241 место и 897 на заочную форму обучения. Если сопоставлять количество выпускников в школе, как я уже говорил, да, количество выпускников текущего года у нас будет 5100, всего зарегистрированных на единый госэкзамен это 6341 ученик, это вместе с выпускниками прошлых лет, выпускники средних профессиональных образовательных учреждений, которые в целом так достаточно качественно могут распределяться как и претендовать как в высшие учебные заведения, так и, соответственно, среднего профессионального образования. То есть мы говорим, что мы подготовились к тому, чтобы все дети абсолютно были устроены и задействованы в
учебный процесс разных уровней. При этом вопрос очень важной ответственности, выбора профессии, выбора специальности. Мы еще раз и еще раз говорим о том, что это абсолютно ненормально, когда в основной массе своей выбирают гуманитарный блок, обществознание, историю, и все стараются поступить на юридический и экономический факультет. При этом после окончания они пополняют ряды нетрудоустроившихся, очень трудно найти работу, при том, что у нас есть дефицит кадров по абсолютно другим направлениям. Это же касается и направлений, кстати говоря, педобразования. Поэтому сегодня очень важно говорить о той преемственности, которая у нас есть по уровням образования, то есть школа, среднее профессиональное образование и высшее профессиональное. Спасибо. Так, пожалуйста, Эльза просила. Да, потом Лена. Почти, Эльза пока, потом. Так, пожалуйста. Газета «Раштина», Эльза Будова. Алан Рузмагович, как бы вы прокомментировали ситуацию с социальными выплатами, так называемыми сельскими надбавками для работников бюджетной сферы? Спасибо. Спасибо большое. Насколько мне известно, данным вопросом у нас занимается Министерство труда и социальной защиты. Мы, в свою очередь, обеспечиваем предоставление всех данных, мы аккумулируем их на уровне, соответственно, муниципалитета от каждого педагогического работника на местах и предоставляем данные туда. Соответственно, уже в рамках бюджета я сейчас не готов комментировать, да, более детально, но в целом я хотел отметить, что это находится вот в компетенции данного министерства. Выплаты. Я не готов комментировать, хотят или не хотят. Факт то, что сейчас эта работа проводится, и я уверен, что только после согласованного решения будет приниматься данное решение по согласованию, в том числе и с парламентом республики. Спасибо. Осетия ТВ. Добрый день, Елена Черенкова, Сеть ТВ. Алан Рузмагович, вот хочется немножко отойти от ЕГЭ и вспомнить прошлый год, когда вы говорили о том, что все школы республики будут обеспечены учебниками. С осетинским языком понятно, то, что нехватка все-таки она существует, но как будет в этом году осуществляться обеспечение школ? Потому что в прошлом году все-таки были прецеденты о том, что родителям приходилось докупать какие-то учебники. С чем это связано? Почему такая ситуация произошла? Ведь все школы должны были предоставить определенный перечень учебников, которые, собственно говоря, министерство должно было доставить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Он является на самом деле одним из ключевых в рамках подготовки к новому учебному году. Я хотел констатировать тот факт, что в рамках бюджета 2013 года, это 13-14 учебный год, беспрецедентно правительством республики было выделено более 223 миллионов рублей и закуплено более 860 тысяч учебников абсолютно во все школы республики, и был полностью закрыт этот вопрос. В следующем учебном году, 2014, соответственно, мы говорили о том, что нами выделялись дополнительные финансовые ресурсы на уровне 11 миллионов для покупки полностью, мы закрывали обеспеченность учебников для первоклашек, и порядка 25 миллионов мы направили на приобретение национально-регионального компонента. В текущем году, к новому, к 1 сентября, мы 100% закрываем обеспеченность учебниками по национально-региональному компоненту по осетинскому языку во всех школах республики, с учетом новой линейки учебников, о которой я уже говорил. И к 1 сентября мы планируем заключить контракты с непосредственно издателями на сумму 37 миллионов. Все мероприятия уже проведены, я имею в виду контрольные с каждым муниципалитетом. Мы получили заявки от всех школ для аккумуляции этих заявок и заключения контрактов с издательствами, повторюсь, на сумму 37 миллионов. И одновременно, дополнительно, в рамках учебных расходов, которые составляют 2% от субсидий, которые направляются в муниципалитеты,
также будут закуплены недостающие учебники. Что касается сбоев, которые произошли в прошлом году, они были вызваны невыполнением рекомендаций со стороны Министерства образования муниципалитетами, в рамках которых были проведены контрольные мероприятия совместно с Министерством финансов республики, совместно с Росфиннадзором и Счетной палатой республики. Были даны определенные предписания для устранения. Надеемся, что в этом году никаких сбоев не произойдет. Повторяюсь, что все учебники в рамках тех изменений, которые происходят, имеется в виду аккредитация и включение в этот список и перечень рекомендованных учебников и учебных пособий для образовательных организаций, он, к сожалению, ежегодно уточняется Министерством образования Российской Федерации, что вносит определенные корректировки и требует дополнительного финансирования из республиканского и муниципального бюджета. Поэтому для того, чтобы консолидировать все свои усилия, нам необходимо, соответственно, своевременно принимать эти решения и действовать здесь абсолютно сообща. Да. Вот ситуация такая, то, что многие учителя прямо в преддверии 1 сентября меняют программу, и школьникам приходится все-таки докупать эти. Насколько это законно, что они докупают все-таки эти учебники, потому что не раз вот к нам в редакцию обращались родители с просьбой разобраться в этой ситуации, потому что есть многодетные семьи, которым приходится вот все-таки тратить большие деньги, чтобы обеспечить учебниками своих детей. Спасибо. Спасибо. Учебный план и учебная программа утверждаются как раз перед каникулярным периодом. Это май месяц. Рекомендации Министерства образования направляет во все муниципалитеты. Поэтому в преддверии в августе месяце это, конечно же, никак неправомерно и не должно быть. Поэтому мы уже начиная с февраля месяца отрабатываем с начальниками управления образования районов. Они в свою очередь отрабатывают с директорами школ, с администрацией школ, для того, чтобы четко определиться, какие учебники, по каким программам им необходимо готовиться. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы специально пошли по пути, и фактически уже 3 года у нас существует практика заключения договоров с издательствами, а не покупаем через осуществление там каких-либо дилеров и представителей, что позволяет нам сокращать расходы до 20%, соответственно, более того, еще и пролонгировать срок оплаты данных учебников. То есть нам гарантированно поставляются учебники до 1 сентября, соответственно, с отложенным эффектом платежа до конца года. Поэтому для нас это очень важный момент. Спасибо. Регион. Здравствуйте, Алан Урузмагович, Милана Тадеева, 15-й регион. Вопрос, вы уже упоминали о том, что будут открываться дошкольные образовательные учреждения. А планирует ли министерство открывать новые школы в республике? И сможет ли к 1 сентября 28-я школа принять учеников? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле я специально привел статистику по численности детей в 1 классе, и она на самом деле очень радужная, потому что фактически каждый год происходит у нас рост на 700-800 детей в зависимости от года. Беспрецедентно. Это 13, 14, 15 год, устойчивый рост плюс 800 детей. Потребность в школах у нас также будет расти, потому что в рамках также поручения председателя правительства Российской Федерации планируется рассмотреть вопрос о переходе на односменное обучение, так как каждая школа должна в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта переходить на школу полного дня со всей своей вариативностью. Поэтому мы предполагаем и закладываем в программу развития Юг России, это федеральная адресная инвестиционная программа, в рамках которой предполагается строительство школ. Одновременно я хотел бы обратить внимание на то, что в рамках анализа посещения наполняемости школ существует некое различие, особенно это касается районов республики, где школы остаются незаполненными. Либо дети уходят и стараются переходить в одну школу, где, по мнению родителей, соответственно, и учеников, созданы более качественные условия, и преподавательский состав отвечает более качественным требованиям.
Поэтому сегодня очень важно говорить о правильной оптимизации и организации учебного процесса в этих школах. Здесь нам необходимо отрабатывать совместно с районами. И, конечно же, нам нужно смотреть на перспективу, что через 5-7 лет у нас как раз наполняемость классов будет предельная, что позволит нам, точнее не позволит нам в полной мере реализовывать те федеральные стандарты, о которых я сказал. Это важный момент. На перспективу мы это учитываем. Еще раз повторяюсь, что данные объекты заложены в РАИП «Юг России». Что касается 28-й школы, то бывшей 28-й школы, то на сегодняшний день до сих пор ведутся строительные мероприятия. Я уверен, что в ближайшие месяцы будет выделено дополнительное финансирование для того, чтобы запустить образовательный процесс. Я сомневаюсь, что мы успеем к 1 сентября, но все равно образовательная организация заработает в ближайший год. Спасибо. Так, кто еще не задавал? Уже по второму кругу. Так, пожалуйста, Мурат Габараев. Ну, дайте. Мурат Габараев, Федеральное информационное агентство «Регнум», газета «Северная Осетия». Алан Рузмагович, я бы хотел вернуться к теме профобразования. Вы сказали, что девятиклассники охотно поступают в училище, получают рабочие специальности, но ситуация в республике сложилась такая, что промышленные предприятия, тот же завод «Электроцинк», завод «Победит», «Электроконтактор», «Радуга», они сегодня испытывают большие проблемы с рабочими специальностями, с кадрами. А на цехах, я видел, работают люди, которым за 80 и более лет. И элементарно нету тех же фрезеровщиков, токарей, слесарей, то есть на наших предприятиях уже скоро некому будут работать, и это и касается и агропромышленного комплекса, и в то же время у нас в Моздоке, в Ордунском районе и в Кировском районе есть аграрные колледжи, и в то же время, когда я бываю в хозяйствах, в сельхозпредприятиях, там работают механизаторы или наемные, или люди пожилого возраста. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я еще раз хотел подчеркнуть и акцентировать ваше внимание на том, что в рамках тех контрольных цифр приема, о которых я сказал, то есть у нас идет рост поступающих в среднее профессиональное образование, и по уровням подготовки это более 1000 человек у нас выпускаются уровня среднего звена, и порядка 1300 это квалифицированные специалисты по абсолютно разным направлениям. Проблематика, о которой вы сказали, затрагивалась также на круглом столе, который проходил в рамках чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, где были представители у нас как раз реального сектора экономики, торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и Министерства промышленности республики. Как раз взаимодействие на предмет того, что какие специалисты нам сегодня нужны, на какую перспективу в рамках той стратегии социально-экономического развития республики, которая принята в республике до 2025 года, мы говорим о том, что наши усилия сегодня направлены на подготовку именно данной категории специалистов, о которых вы указали. У нас абсолютно замечательные специалисты, это и токари, и сварщики, и электрики, аграрии, это все те компетенции, которые фактически заняли первые места и показали свою абсолютно классную квалификацию на этом чемпионате. Поэтому убежден, что ситуация стала меняться, и в ближайшее время мы увидим существенные изменения молодых людей в непосредственно реальном секторе экономики, которые будут трудиться на этих предприятиях. Абсолютно уникальная ситуация, которая была в репортаже на нашем телеканале «Алания», который говорил, что проблемы, с которыми столкнулся завод «Разряд», когда он получил грант из федерального бюджета на 500 миллионов рублей, однако некому реализовывать данный заказ, потому что нет специалистов. Вот как раз-таки для решения этих проблем и в том числе в рамках профориентации создавался наш чемпионат, который проходил по инициативе главы республики. Он поддержал эту инициативу, эту идею. И это
реальным образом решает ту проблему, которую вы сказали. Спасибо. Хорошо. Коллеги, последний вопрос, заключительный. Время поджимает. Короткий вопрос, короткий. Пожалуйста, кто готов? Ну тогда. Так, все, пожалуйста, заключительный Я вопрос. просто, да, я маленькую ремарочку вот в поддержку Алана Урузмаговича, несмотря на вопрос Мурата Габараева, что и полностью одобряю. Мне кажется, мы вот какому-то сейчас, мы присутствуем при каком-то очень позитивном таком важном моменте, что насчет профтехобразования, что после 9 класса стало не стыдно уходить в училище, что очень важно. Раньше же вы сами понимаете, кто уходил. И с другой стороны, общество уже, наверное, наелось юристами, экономистами, и действительно, я думаю, что какой-то обязательно позитивный перелом будет. Спасибо. Тамара, может, стоило тогда уже конкретно спрашивать? Алан, может, нам математиков побольше? Да, я в связи с этим еще хотел забрать ваше внимание, и я не сказал о таких важных мероприятиях, которые прошли в республике. Это касается как раз системы дополнительного образования. Вы также принимали участие и были свидетелями хорошего события. Это открытого чемпионата, первенства Северокавказского федерального округа по робототехнике. В рамках программы, в том числе по работе с одаренными детьми, мы как раз принимали порядка 150 участников из всех 7 субъектов Северокавказского федерального округа. И это было замечательное мероприятие, которое направлено на поддержку и развитие инженерных кадров в нашей республике. Это связано напрямую с концепцией математического развития, концепцией математического образования, которая была принята и поддержана правительством республики. Выделены дополнительные финансовые ресурсы. Для нас очень важно это направление, это подготовка и усиление внимания к преподаванию математики, физики, информатики, информационным технологиям, которые сегодня с большим удовольствием реализуются у нас как в начальной, так и, соответственно, на средней и старшей ступенях общеобразовательной системы. Беспрецедентно в этом году у нас была проведена Олимпиада на старшей ступени. Более 22 тысяч человек приняло участие на муниципальном уровне. По результатам регионального этапа, хочу подчеркнуть, это у нас было 93 победителя и призера, что в 2 раза больше, чем в прошлый год. И впервые за 8 лет у нас с вами появились 2 призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по литературе и обществознанию. Данные, соответственно, ученики будут иметь возможность льготного поступления в высшие учебные заведения нашей страны. Поэтому вот такие мероприятия, на наш взгляд, они концентрируют свое внимание на тех основных моментах, которые происходят в изменениях, которые происходят в системе образования республики. Те стереотипы, которые есть, касаются среднего профессионального образования, которых вы отметили. На самом деле нет неталантливых детей, есть неправильно сориентированные дети. Поэтому здесь очень важный момент подсказывать, направлять и показывать, что самое главное, какие возможности у детей на разных этапах существуют. Поэтому если мы говорим о развитии непосредственно среднего профессионального образования, то это те компетенции, о которых мы с вами уже говорили. Если это говорим о доп. Образовании, то это работа и с одаренными детьми, это вопросы патриотического воспитания. Более 18 мероприятий мы провели в текущем году в рамках подготовки к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И в целом мы говорим, что система образования должна гармонично развиваться на всех уровнях, начиная от дошкольного и заканчивая высшим профессиональным образованием. Очень важный акцент еще хотел сделать на том, что впервые в прошлом году мы запустили проект по научным сотрудникам, по поддержке в виде научных грантов для научного круга, и приняло участие более, соответственно, 200 ученых, 63 научные работы были представлены, мы поддержали работы в размере 2 миллионов рублей, такие гранты по физике, химии, медицине, науке о земле и гуманитарному блоку. В текущем году, в 2015 году данная работа будет продолжена, поэтому в целом на сегодняшний день мы констатируем
достаточно активную работу по всем направлениям, еще раз подчеркиваю, по всем уровням системы образования. Спасибо. Спасибо, Алан Рузмагович. Коллеги, разрешите от вашего имени подвести черту. Обратите внимание, мы начали с единого госэкзамена, от выпускников перешли к школам, к учителям и детским садам, к будущим школам, закончили одаренными детьми и исследователей, ученым. Я думаю, это были достаточно разноплановые интересные темы, и мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. До свидания, до новых встреч.